Это программа «Патруль», и я ее ведущая Анастасия Маслова. Ну что же, новогодние праздники подошли к концу, и пора подводить итоги. О том, как они прошли, в нашей программе сегодня. Кто-то в новогодние каникулы отдыхал, а вот для сотрудников правоохранительных органов была горячая пора. Полицейские дежурили на улицах города, выходили в рейды. Жители же республики гуляли с размахом, и без ЧП не обошлось. Только 1 января в органы внутренних дел поступило 407 заявлений и сообщений о происшествиях. Далее, видимо, с уменьшением градуса алкоголя в крови уменьшалась и эта цифра. Среди распространенных преступлений фиксировались кражи, угоны, были и убийства. Так, трагедией закончилось застолье в Ирзинском районе. 4 января в одном из домов села Нарын обнаружили тела двух местных жителей с множественными колото-резанными ранами. Кроме того, с этого адреса в больницу было госпитализировано еще двое 27-летних мужчин с аналогичными ранениями. Впоследствии они тоже скончались. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийства двух и более лиц. Подозреваемого задержали практически сразу. Им оказался 22-летний местный житель, нигде не работающий и ранее не судимый. По версии следствия, ссора между односельчанами возникла во время застолья. В ходе нее мужчина схватился за нож и ударил им сначала одного собутыльника, а после и других. В ходе неотложных следственных действий по данному уголовному делу был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты орудия преступления и вещественные доказательства. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются, допрашиваются свидетели, а также проводятся иные следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом А части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, убийство двух и более лиц. Судом в отношении обвиняемого избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Это не единственная трагедия в Ирзинском районе. Он вообще гремел в сводках в эти праздники. Так, вечером 1 января на 15-м километре дороги Ирзин-Нарын водитель ВАЗа не справился с управлением на повороте, и машина опрокинулась в кювет. И это не самое страшное. Водитель и две его пассажирки самостоятельно вытащить машину не смогли. Отправились в ближайший детский лагерь за помощью, да и просто, чтобы не замерзнуть. Однако одна из попутчиц до места так и не дошла. По предварительным данным, девушка попросту не смогла идти. Возможно, из-за сильного алкогольного опьянения. Вероятно, она заснула и замерзла. Ее тело обнаружили на следующий день. По данному факту проводится проверка. Всего с 27 декабря и по 8 января с обморожениями в ожоговое отделение резбольницы были доставлены 5 человек. Как говорят медики, это значительно меньше в сравнении с прошлым годом. Возможно, положительной статистике способствовала относительно теплая погода с начала зимы для нашего региона. Тем не менее, потерпевшие есть, и в некоторых случаях с серьезными последствиями. К примеру, эта женщина заблудилась в сельской местности в Чахольском районе. Она получила обморожение верхних и нижних конечностей. В ее случае врачи не исключают хирургическое вмешательство. Вот эти пальцы, первые и вторые пальцы, они опорные. Трудности будет при ходьбе, потому что опорные пальцы на уровне головы, вот этих приземных. На этом уровне все ампутация будет. На уровне здоровых тканей с обеих сторон. Чаще всего же обморожение получают люди в состоянии алкогольного опьянения или без определенного места жительства. В дни новогодних каникул с улиц столицы в медвытрезвитель было доставлено огромное количество нетрезвых людей. В дни новогодних каникул сотрудники управления внутренних дел по городу Кызылы работали в усиленном режиме. За этот данный период с улиц города было удалено лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, около 500 граждан. Тем самым спасли данных граждан от возможных неприятных последствий, связанных с обморожением. Средний возраст от 20 до 30 лет женщин, 44 человека было доставлено. Отмечу, что настоящие морозы еще впереди, поэтому будьте внимательны к тому, как одеты вы и ваши дети. А мы идем дальше. И сейчас в программе обзор происшествий, случившихся за пределами нашего региона. Вот что обсуждали в социальных сетях.
Страшное ДТП произошло на трассе Серов-Екатеринбург. Лоб в лоб столкнулись «Шевроле Круз» и «Форд Фокус». Момент удара заснял видеорегистратор одного из участников ДТП. На дороге была сильная метель, видимость практически нулевая. Однако водитель «Форда», у которого в салоне, к слову, был 5-летний ребенок, все равно пошел на обгон и выехал навстречу. Шансов избежать столкновений с ним у водителя «Шевроле» не было. Иномарку он увидел за полсекунды до удара. Она внезапно появилась из снежной пелены. В этой аварии погибла пассажирка «Форда». Травмы получили 5-летний ребенок, 24-летняя девушка и сам водитель иномарки. Пострадали также водитель и пассажирка «Шевроле». А на омских улицах водитель ВАЗа едва не угодил в ДТП, зато угодил в сугроб. К этому привело экстремальное вождение. Автолюбитель устроил зимний дрифт. Машина виляла, врезалась в сугроб, совершила круговое движение вокруг своей оси, и только после этого ВАЗ спокойно продолжил ехать по маршруту. Видимо, такой пируэт пощекотал водителю нервы и принудил к порядку. А вот в Иркутской области петлять по дороге водителя ВАЗа заставило вовсе не желание получить дозу адреналина, а алкогольное опьянение. Об этом говорит автор видео. Все происходящее попало на видеорегистратор очевидца. Вот машину бросают по трассе из стороны в сторону. Она буквально шарахается от встречных машин. И вскоре ВАЗ вылетает сначала на встречную обочину, а после возвращается на свою и улетает в кювет. К счастью, никто не пострадал. О судьбе горе-автолюбителя не сообщается. И интересное видео из Минска. Многие из нас когда-либо выбивали ковер от пыли на снегу. А вот житель Минска во время этого действия почувствовал себя королем ринга. На видео молодой человек выбивает из ковра дух, отрабатывая на нем приемы боевого искусства. То он его яростно пинает ногами, то перебрасывает через себя. Причем на земле периодически оказываются оба участника спарринга. Видимо, молодой человек выражение «выбить ковер» воспринял буквально. Вы тоже стали очевидцами чего-то интересного? Делитесь информацией на страницах нашей группы ВКонтакте Тувава Биг ТВ. За несколько дней до Нового года и вплоть до 8 января в республике дорожные полицейские работали в усиленном режиме. Инспекторы следили за порядком и ловили тех, кто решил, что принятая доза спиртного совсем не повод отказаться от управления машиной. С 31 декабря по 8 января в Туве инспекторы задержали больше сотни водителей в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники ГИБДД проводили проверки открыто и вели скрытое наблюдение на улицах. Нарушений правил дорожного движения было немало. Одних удавалось задержать без особых проблем и сопротивления, за другими еще пришлось поездить. Был и такой случай, когда благой поступок чуть не подвел самого автолюбителя. Он попытался выручить друга, который, выпив, не захотел садиться за руль. Вот только свои права молодой человек с собой захватить забыл. Çünkü kayı dostların bilbedingер бе? Bildim. Жаңаштың болдумда правам бар. Правам да паспортым бар болгоштың паспортундан эле көзөтүү экер болот деп. Жаңаштың шуут үйөндайын үзүрүм авария кайбачылар таважадың орнуна гана жакмын дере деп бодадыр. То, что именно этот молодой человек сел за руль, а не его выпивший знакомый, конечно, хорошо, но права все же нужно было взять с собой, чтобы не было лишних проблем. Отмечу, что автолюбитель документы позже предоставил инспекторам, и в этом случае все закончилось благополучно. Сейчас время официальной сводки ГИБДД. С 31 декабря по 8 января в республике зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых погиб 1 человек и 3 получили травмы различной степени тяжести. Всего сотрудниками госавтоинспекции было задержано 123 автолюбителя в состоянии алкогольного опьянения, из них 4 автоледи. Выявлено 2324 факта нарушений правил дорожного движения. Напоминаю, вы также можете стать соавтором программы «Патруль». Звоните, присылайте и сообщайте информацию всеми удобными для вас способами. Адрес электронной почты и телефоны на экране. У меня все. Берегите себя и своих близких. До встречи в эфире.